Жительница села Актерек Кундузай Султанова направляется к скважине за водой. Тропа неудобная, но это мелочи, говорит сельчанка. Ведь теперь у них появилась чистая питьевая вода. Раньше местным жителям приходилось использовать арычную воду, которую отстаивали и только потом употребляли. Раньше мы набирали воду прямо из этого арыка, но потом пришел сель и наполнил все грязью и камнями. Приходилось набирать домой воду издалека. Таскали руками вместе с детьми, бывало привозили на машинах. Теперь у нас есть своя скважина, водой обеспечены все местные жители и даже из соседних сел. Помимо Актерека, скважинами с чистой питьевой водой были обеспечены еще 3 села Лилекского Ильного аймака. На их строительство ушло 3 миллиона сомов, из тех 500 миллионов сомов, выделенных на развитие Баткенской области. На сегодняшний день все 4 скважины исправно работают. Кроме того, на участке Чоюн-Джаин-Чарбаксай мы проложили скважину для полива. Здесь доступ к питьевой воде получили 30 домов. А это насосная станция Шоро, расположена в Айлок-Мөту-Бешкент. Во времена Советского Союза вода на эту территорию подавалась благодаря передвижной насосной станции. Но после того, как она вышла из строя, местные жители стали испытывать дефицит питьевой воды. Благодаря средствам, выделенным из республиканского бюджета, в сельской управе построили новую станцию. Эта насосная станция обеспечивает водой 41 гектар земли. Из них 10 гектаров – это новые земли. Здесь 6 гектаров отведены под жилищное строительство, а 4 – под промышленность. Из оставшихся 31 гектара 13 гектаров – это поливные земли наших фермеров, и 9 гектаров занимают фруктовые сады. Отметим, что из 500 миллионов сомов, которые выделяются на развитие Баткенской области из госбюджета, Лилекскому району направляются 125 миллионов. Эти средства нужны для решения основных социальных проблем региона. Мадина Низамова, Адыл Оразалиев, Оскар Маратов, Эльтер, Баткенская область.